Известному историку, археологу Михаилу Трапш в этом году исполнилось бы 100 лет. Он родился в семье крестьянина в селе Куланархо, и впервые он заинтересовался археологией именно там. Отец Михаила, заметив в сыне тягу к знаниям, отправил его учиться в школу. Михаил Трапш окончил Гудаутский сельскохозяйственный техникум и Сухумский государственный педагогический институт, отделение истории. На конференции студенческое научное сообщество, аспиранты и молодые ученые исторического факультета АГУ зачитывали доклады о жизненном и научном пути Михаила Мамедовича. По возвращению после учебы в Абхазию Михаил Мамедович усиленными темпами начинает проводить археологические раскопки. Так им были проведены раскопки на Сухумской горе, в окрестностях города Гагра, Римской башне в Сухуми и другие археологические исследования. В 1956 году впервые в Абхазии им было организовано исследование Сухумской бухты. В 1950-х годах изучение древности Абхазии находилось на подъеме. Велись исследования от единичных находок до системы научных взглядов, которые опирались на яркие археологические материалы. Декан исторического факультета Абхазского госуниверситета Али Габели отметил, что подготовка к научной конференции, приуроченной к столетию видного ученого, началась задолго до самого мероприятия. Студенты заявили 15 докладов, что однозначно говорит о заинтересованности молодежи не только в научной деятельности Михаила Трапш, но и в археологии в целом. Доклады посвящены жизни и деятельности Михаила Мамедовича Трапша, посвящены археологическим памятникам, которым он уделял особое внимание. Это памятники эпохи бронзы, античной эпохи, цибельдинской культуры. Так что доклады представлены. Здесь представляют интерес как для научной общественности, так и для студентов, конечно, тоже. У нас студенты заинтересованы в археологии. Во-первых, наши выпускники работают во всех научных учреждениях. Например, в Абхазском институте гуманитарных исследований в отделе археологии работают наши выпускники, аспиранты, научные сотрудники. У нас вообще на историческом факультете проходит специализация по археологии. Каждый год около 80 студентов пишут квалификационные работы по археологии. О культах, связанных с вечно зелеными растениями и деревьями в Кавказо-Малоазиатском регионе, о греческой колонизации Восточного Причерноморья и о многих других интересных фактах из истории Абхазии рассказали студенты, основываясь на труды Михаила Трапш. Студенты отмечали важнейший вклад ученого в становление абхазской археологической науки. Особый вклад он вложил, конечно, в историю изучения Апсили и цибельдинской культуры. Кстати, именно ему принадлежит история введения в археологический оборот термина «цибельдинская культура». Именно он нашел первые некрополи. Там было их 6, но 2, к сожалению, были разрушены. 4 он раскопал вместе с экспедицией археологической, которая была проведена Абхазским институтом имени Дмитрия Иосифовича Гуля в 60-х годах. И нашел много ценных археологических материалов, которые помогают вычислить социально-экономическое положение Псили по данному периоду исследования. Помимо ученых в конференции приняли участие и родственники Михаила Трапш, а также историки-репатрианты из Сирии. На Алакове, Беслан Шинжери, Абхазское телевидение.